Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Дарья Кудрявцева. Сегодня в программе. В Афганистане движение «Талибан» продолжает весеннее наступление на правительственную армию. Эксперты прогнозируют ухудшение ситуации в ближайшие несколько месяцев. Попытки правительства национального единства Афганистана вместе с Соединенными Штатами, Китаем и Пакистаном начать прямые переговоры между Кабулом и Талибом не увенчались успехом. Азербайджанские правозащитники Лейла и Ариф Юнус, которые летом прошлого года были приговорены к большим срокам заключения, но спустя полгода были освобождены, покинули Азербайджан. Сейчас они находятся в Нидерландах. В Кыргызстане неоднозначную реакцию общественности вызвал законопроект о государственных пособиях. Он предполагает, что пособия теперь смогут получать состоятельные граждане, которые в этом не нуждаются. Жизнь малоимущих при этом существенно не улучшится. Денег ни на что не хватает. Турецкий фермер, более 20 лет проработавший в России, депортирован из страны. По мнению чиновников ФМС, он представляет угрозу безопасности России. Жить идет. Что-то надо делать. Режим чрезвычайной ситуации введен в Чуйской области Кыргызстана из-за угрозы схода селевых потоков. По данным МЧС страны, сель уже повредил дома 1500 местных жителей. Сход потоков спровоцировали проливные дожди, продолжающиеся последние несколько дней. МЧС также прогнозирует, что в ближайшее время сели возможны и в горных районах. Пока что стихия зарегистрирована в Алайском, Карасу-Уйском и Наукатском районах Ошской области. В соседнем Казахстане, в пригороде Петропавловска, из-за подъема воды в реке Есель затоплен поселок Заречный. Разлившаяся река отрезала поселок от города. Он находится близ трассы республиканского значения Челябинск-Новосибирск. Движение транспорта закрыто. Российские СМИ со ссылкой на начальника Главного управления МВД по Москве Анатолия Якунина сообщают, что в столице был задержан гражданин Таджикистана. Он подозревается в вербовке граждан в ряды террористической организации ИГИЛ. По словам Якунина, задержанный работал в Москве таксистом и находился в международном розыске. В МВД также добавили, что более чем 900 человек из числа проверенных таксистов ранее привлекались к уголовной ответственности. После прогремевших за минувшие дни 2 взрывов в столице Афганистана ситуация в городе остается напряженной. Как, впрочем, и по всей стране. На прошлой неделе движение «Талибан» объявило о начале весеннего наступления. Это произошло после того, как переговоры с правительством об участии Талибана в политической жизни страны провалились. О том, хватит ли сил у правительственных войск отразить атаки талибов и как долго может продлиться эта ситуация, моя коллега Шахида Якуб беседовала с политологами Фархадом Талиповым и Алексеем Юсуповым. У меня первый вопрос к Алексею, который находится в Кабуле. Вот скажите, пожалуйста, в последнее время участились взрывы, весеннее обострение в Афганистане. Это Талибан, это ИГИЛ или какие-то другие группировки, о которых мы не знаем? И чем все это вызвано? На самом деле ничего неожиданного в текущих событиях нету. Действительно, в Кабуле произошел, возможно, самый крупный и масштабный теракт в столице за последние годы. 12 апреля талибы провозгласили начало ежегодной, так называемой весенней наступательной операции под названием «Умари». Это совершенно официальный акт, он был ожидаем, было понятно, что это произойдет, потому что попытки правительства национального единства Афганистана вместе с Соединенными Штатами, Китаем и Пакистаном начать прямые переговоры между Кабулом и Талибом не увенчались успехом. А вот то, что происходит на границе с Центральной Азией, то, что нас напрямую волнует, обострение на таджикско-афганской, на туркмено-афганской границе, это тоже весеннее обострение, связанное со срывом переговоров, или это что-то другое? Честно говоря, сама эта формулировка «весеннее наступление», оно достаточно условно, потому что интенсивность столкновений за зиму серьезно не понижалась. На самом деле стычки, перестрелки, иногда потери дорог и населенных пунктов и взятие национальной армии, они и зимой происходили, особенно на севере. У меня вопрос к Фархаду Талипову. Ухудшение ситуации на границе ведь заставило нервничать страны Центральной Азии. Мы видели, что в этом году уже несколько было военных учений российско-таджикских. Вот сейчас ДКБ тренируется в Таджикистане. Туркменские силы безопасности приведены в полную боевую готовность. Видимо, они ожидают чего-то большего, эти страны? Я, может быть, как раз и продолжу ту логику рассуждения, которую начал Алексей. Это действительно, в общем-то, уже привычное явление для нас. Периодически подобные обострения или напряжения
происходят и на границе, центральноазиатской границе, и, собственно, на территории Афганистана. Это такие спорадические нарушения порядка, спорадические обострения ситуации, в том числе и реакция со стороны Центральной Азии аналогична. Она, в общем-то, тоже не какая-то... Но ведь раньше, если говорили о Талибан, то сейчас все больше говорят об иностранных наемников, то ли в рядах Талибан, то ли так называемое исламское движение Узбекистана или Туркестана, которое объявило о своей лояльности к ИГИЛу. То есть, видимо, степень опасности повысилась, насколько я поняла, и к этому готовятся страны Центральной Азии. Что касается величины или, скажем так, масштабов угрозы, я бы, например, сравнил ситуацию сегодняшнюю и вот то, что иногда периодически происходит в Афганистане с точки зрения обострения и так далее, с 2001 годом, когда произошли известные события 9/11. В те годы, с конца 90-х или с середины 90-х, вплоть до 2001 года в Афганистане эта организация «Талибан» просто находилась у власти. Она правила этой страной. И тогда и произошли события 9/11. Я бы назвал тот период как раз-таки наивысшим уровнем угрозы, которая исходила с территории Афганистана. Вот у меня вопрос теперь к Алексею. Ну хорошо, после 2001 года была война в Афганистане, международная коалиция, там были иностранные войска, сейчас практически все ушли, и все передано в руки афганской армии, которая явно не справляется с угрозой, потому что взрывы, потому что перестрелки, сообщается о очень многих потерях, а с афганской армией кто-то им может помочь? Ну, вы понимаете, во-первых, надо сказать, что международная коалиция не ушла, а поменяла мандат своего присутствия. В стране до сих пор присутствует 13 тысяч солдат международной коалиции под другим мандатом, в первую очередь позволяющий поддержку, консультирование и в случаях экстренной угрозы. Несколько дней назад начались бои вокруг Кундуза, и американцы уже сейчас наносят воздушные удары. Эта статья, так называемая in extremis, позволяет контингенту Resolute Support, миссии, которая последовала после ISAF, оказывать прямую военную поддержку в случае угрозы крупным населенным пунктам, столицам провинции. То есть Афганистан не находится на грани какого-то полного хаоса или коллапса. Проблема заключается скорее в том, что на данный момент на поле боевых действий победа не может быть одержана ни талибами, ни другими группировками, ни правительственными войсками. Но они вроде не собираются возвращаться в политический диалог, если переговоры сорвались, и они объявили новую кампанию. На данный момент нет никакого резона полагать, что до конца лета, до зимы будут какие-то подвижки в рамках мирного переговора. Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный отчет о Всемирном индексе свободы прессы. В рейтинге, отражающем степень свободы слова и СМИ, представлено 180 стран мира. Верхние строчки по традиции занимают европейские страны – это Финляндия, Голландия и Норвегия. А замыкают список уже который год подряд Туркменистан, он находится на 178-м месте, Северная Корея и Эритрея. Из стран бывших советских республик ниже всех в рейтинге находится Таджикистан. Как отмечают авторы отчета, власти произвели зачистку политической оппозиции под предлогом борьбы с терроризмом. Действия неизменных глав Узбекистана, Казахстана и Туркменистана авторы доклада описали следующим образом, цитирую: «Они предаются своему любимому занятию, хватаются за выдуманные угрозы и похваляются наличием стабильности, чтобы оправдать собственную власть». Единственной страной региона, которая несколько улучшила свои позиции, стал Кыргызстан. Азербайджанские правозащитники Лейла и Ариф Юнус покинули страну. Летом прошлого года Лейла Юнус была приговорена к 8,5 годам тюремного заключения по обвинению в экономических преступлениях, а ее муж Ариф получил 7-летний срок. В начале этого года они были освобождены. Подробнее Мария Яблонская. Правозащитница Лейла Юнус и ее муж покинули Азербайджан. Самолет приземлился в Нидерландах во вторник. Там они будут проходить лечение и, возможно, попросят политического убежища. Лейлу, главу Института мира и демократии в Баку, арестовали в июле 2014-го по обвинениям в мошенничестве и неуплате налогов. В августе прошлого года ее приговорили к 8,5 годам тюрьмы, а ее мужа Арифа Юнуса к 7 годам. В конце прошлого года Лейле заменили срок на условный, Арифа отправили под домашний арест. Независимые журналисты писали, что дело политическое. 60-летняя правозащитница критиковала власти, в том числе обвиняя в фальсификации президентских выборов 2013-го. Лейла Юнус сотрудничала с Советом Европы, передавая информацию о нарушении гражданских свобод в Азербайджане. Она и ее муж-историк, специалист по Нагорному Карабаху, призывали к примирению с Арменией. Обоих на Западе называли политзаключенными.
Госдепартамент США приветствовал решение Баку отпустить обоих на срочное лечение. В заявлении ведомства этот шаг назвали позитивным. В Вашингтоне также отметили, что надеются на скорое освобождение и других людей, осужденных за то, что они, цитата, «пользовались своими законными правами». Далее в программе. В Кыргызстане неоднозначную реакцию общественности вызвал законопроект о государственных пособиях. Он предполагает, что пособия теперь смогут получать состоятельные граждане, которые в этом не нуждаются. Жизнь малоимущих при этом существенно не улучшится. Денег ни на что не хватает. Турецкий фермер, более 20 лет проработавший в России, депортированный из страны. По мнению чиновников ФМС, он представляет угрозу безопасности России. Жить идет. Что-то надо делать. В Кыргызстане депутаты парламента рассматривают законопроект о государственных пособиях. Вместе с теми, кто действительно нуждается в социальных выплатах государства, пособия по новому закону смогут получать и состоятельные граждане. Подробности в материале Шавката Тургаева. Многодетной матери Асель Мукамбетовой денег едва хватает на покупку 3 мешков муки. Ежемесячно государство выплачивает ей пособие по малообеспеченности. Смешные 3500 сомов. И это на 5 ребятишек. Денег ни на что не хватает. Только за одного ребенка в школу мне нужно платить 3500 сомов на ремонт и прочие нужды. Младших детей в детский сад у меня нет возможности отдать. Туда тоже нужны деньги, которых у меня нет. О своем законопроекте о государственных пособиях депутат нового созыва рассказывает журналистам с большим удовольствием. Первым детищем в законотворческой деятельности Улан Примов гордится и, не стесняясь, расхваливает. По предварительной оценке, этот законопроект охватывает 170 тысяч с лишним детей. А для этого из бюджета потребуется дополнительно 1 748 000 000 сомов. И я думаю, что это со стороны государства, а также послужит каким-то особым толчком для поддержания наших социально уязвимых слоев населения. Однако эксперты разглядели в законопроекте ряд недостатков. Дело в том, что в систему назначения пособий по малообеспеченности депутаты хотят включить все семьи с пенсионерами по возрасту, а это и состоятельные пенсионеры-судьи, бывшие прокуроры и чиновники, у которых пенсия значительно выше прожиточного минимума. Таких по стране 55% от общей численности. Получается, пособия будут получать в том числе и те, кто в нем не особо нуждается. Самые бедные слои населения, они все-таки должны поддерживаться государством на достойном уровне. Но сегодняшний размер пособия 705 сом, это минимальный размер. Средний размер пособия 767 сом в месяц. То есть этих средств однозначно не хватает даже на продукты питания. На вопрос о том, зачем депутаты хотят принять законы, вызвавшие нарекания общественности, депутат Примов ясного ответа найти не смог. Ознакомились с нареканиями, а также с предложениями неправительственных организаций. Я хотел бы сказать, что эти пособия, которые будут выдаваться на местном уровне, обязательно местные власти будут определять перечень людей, которые будут получать эти ежемесячные пособия. Эксперты же советуют вместо сложной системы назначения пособий просто увеличить их размер. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Детей, больных сахарным диабетом, совершенно бесплатно в свой частный детский сад принимает жительница Кыргызстана Нурхан Джамабаева. Открыть садик для детей с таким недугом она решила после того, как болезнь обнаружили у ее дочери. О том, как обычная женщина делает то, чего уже много лет не могут сделать власти, расскажет Жибек Бегалиева. Это обычная иголка, да, самая тонкая, но больно, да? Больно. Вот, это представьте, ребенку мы делаем 6-7 раз в день вот такой иголкой. Этот металлический стержень в тонкие детские ручонки ей приходится вонзать каждый день. 7 малышей, каждому по 6 инъекций в день. Чуть-чуть, если неправильно сделать укол, имеется в виду, в сосуду попадешь, или еще вот такие вот маленькие такие синие гематомки образовываются. Диабетиков в ее детском садике половина, но на больных и здоровых здесь не делятся. Просто те, у кого не вырабатывается инсулин, носят вот такие помпы. Один такой аппарат, кстати, стоит около $5000. Вы должны нажать это, и вот на это, и это. Сейчас мне показывает сахар, потому что глюкомка К. Потому что у них есть хлебные единицы. Загадочные хлебные единицы они подсчитывают и без родителей. Все, что можно есть, а что нельзя, они, кажется, знают с младенчества. А хлеб поднимает сахар? Да.
А крупы, каши поднимают сахар? Да, нет. А соки? Соки, да. Совсем недавно этим малышам было некуда пойти. Детей с сахарным диабетом в государственные и частные садики в Кыргызстане не принимают. Тогда для своей дочери детский сад открыла Нурхан, бросила любимую работу и собрала родителей таких же малышей, как ее дочь. Первое время, когда вот, например, даже если взять по себе, я очень стеснялась признать, что у моего ребенка диабет. Это было очень сложно. Почему? Потому что преуспевающая женщина, да, как бы молодая, все из рук, как бы этот самый бизнес идет, все нормально. А тут раз тебе и ребенок заболел. За 3 года здесь были десятки проверок, сотни чиновников с разными вопросами. Не спрашивали они только одного – чем помочь. Нурхан от них, однако, ничего не ждет. Просто молча она продолжает принимать в свой сад диабетиков бесплатно. Я не думала, что столько будет проблем бумажного характера тем, что я открою этот садик. Недавно про себя думала, зачем я это все делаю, для чего это мне все нужно. Почему? Потому что очень тяжело действительно в садике работать, содержать его. И я поняла то, что я нахожу утешение, очень большое утешение для себя, как бы скажем так, ухаживая за этими нашими детьми с сахарным диабетом. В Кыргызстане, кстати, это пока единственное дошкольное образовательное учреждение для детей, больных сахарным диабетом. Ибек Бегалиев, Азат Антумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. К другим темам. На минах и растяжках в Донецкой области с начала 2015 года подорвались по меньшей мере 100 человек. 30 из них погибли. Это данные Национальной полиции Украины. Заминированные в ходе конфликта территории опасны прежде всего для мирных жителей. Наблюдатели ОБСЕ считают, что разминирование Донбасса может затянуться на целые годы. Неразорвавшиеся снаряды и мины каждый день находят в полях донецкие фермеры. Посевная близится к концу, но приступить к работе они не могут. О том, как засеять минное поле, расскажет моя коллега Ольга Калиниченко. Виктор Рябченко занимается фермерством еще с 90-х годов. Для его семьи это единственный доход. На своем поле выращивал кукурузу и подсолнух. В этом году надеется посадить капусту, помидоры и кабачки, если успеет. Сейчас переступать к работам нельзя. На поле могли остаться мины. Пока не оформят военный допуск на производство работ на поле. Они оформят, выпишут документальное подтверждение, что поле чистое, можно производить работы. Оформят допуск на производство работ на данном поле. А в этом году вы уже задерживаетесь по срокам? В принципе, если все сейчас быстро сделать, еще можно успеть. Прошлый год Виктору и другим фермерам посев пришлось пропустить из-за боевых действий. Жить пришлось за счет старых запасов. Но в этом году такого фермеры позволить уже не смогут. Запасов не осталось. Придется летом обрабатывать гербицидами, культивировать, убирать сорняк. Это плохо, я так понимаю. Это лишние затраты. Солярки, техники, человека часы. Но приходится ждать. Приступать к работам без проверки опасно. Уже пострадало 4 тракториста. В Толоковке 2 тракториста, в Сартане 1 тракторист пострадал. Из-за гибели трактористов военное командование Украины приняло решение не допускать к работам фермеров, пока саперы не проверят поле. Для этого даже создали специальный центр. Приходит заявка. Вызывается группа, мы приезжаем на место и начинаем работать. А различные боеприпасы, 152-е снаряды, 82-е мины, 120-е, там много всего. За 4 месяца работы в районе Мариуполя группа разминирования собрала более 500 различных снарядов и растяжек. Тем, кому разминировали поля, уже приступили к работе. Остальные ждут. Это пороховой заряд. Да, это танк. Это танковый. Это танковый снаряд. Это было найдено в течение 3 недель. Собранное вывозят на специальный полигон, где есть песчаный карьер. Там и подрывают. Начать работы без проверки не могут все фермеры, у которых поля находятся в прифронтовой зоне, не говоря уже о тех, чьи угодья стоят на линии разграничения. Тем придется пропустить посев и в этом году. Ольга Калиниченко, Илья Никонов. Настоящее время. Донецкая область. Турецкий фермер Акчай Емер, больше 20 лет проработавший в России, депортирован из страны. Ему пришлось оставить и бизнес, и семью. После того, как ВВС Турции сбили российский бомбардировщик, на Акчая посыпались неприятности.
В итоге его без объяснения каких-либо причин выдворили из страны. По мнению чиновников ВМС, он представляет угрозу безопасности России. Об опасном и непредсказуемом фермере. Дарья Соловьева. Ферма. Это Акчай Емер, фермер. А еще он – угроза безопасности России. Хотя улыбчивого турка не боятся даже собственные коровы. Их у него 60 голов. К концу года планы были перевалить за 100. Начинали новые здания, там, кормушка. А потом, где-то в конце ноября прошлого года, остановивший Акчая сотрудник ГИБДД вдруг спросил, зачем сбили самолет. Так вместе с Су-24 рухнули все планы фермера. Сначала посыпались штрафы. То номер грязный, то плит в заборе не хватает, то бездомный пес, которого приютил Акчай, документов не имеет. В итоге без документов остался сам турок. 8 декабря его вид на жительство аннулировали, а под Новый год, 29 декабря, сообщили, что законных оснований находиться в России у него больше нет. Ничего не объяснили. Мне бумага поставили, подпись поставили, не поставили. Мой милиция, позовем, тебе отправим. Акчай пытался бороться. Нашел адвоката, потребовал признать решение ФМС незаконным. Процесс длился 2 месяца. Суд постановил. Создает угрозу безопасности Российской Федерации. На 20 апреля Акчай купил билеты в Стамбул. Он последний раз осматривает хозяйство. Здесь он планировал построить вольеры для телят. Вот доски, которые так и не успел пустить в дело. Теперь ему придется строить жизнь заново. Я сколько лет трудился русским народом здесь. И дальше тоже буду трудиться. Но это политика. Я не политик, я просто человек. Но немногочисленных друзей и связи, не хозяйство, которое наверняка развалится без крепкой руки, жалко оставлять в России. Просто человек Акчай уезжает от семьи. 16-летнего сына он увидит в лучшем случае через 2 года. До тех пор въезд в Россию ему запрещен, а несовершеннолетний молодой человек не сможет навестить отца в Турции. Дарья Соловьева, Игорь Бубнов. Настоящее время. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии мотоспортивного комплекса, входящего в Центр автоспорта МВД. Президент осмотрел выставку спортивной экипировки и различные образцы техники. Военнослужащие подарили Бердымухамедову квадроцикл, на котором он сразу опробовал новую трассу. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.